Однажды посланник Аллаха совершал утренний намаз, и после утреннего намаза он повернулся к людям и облокотился об михраб. Он начал рассказывать про рай и улыбаться, его радость была на лице. Верующие тоже, говорят, мы радовались. Потом посланник Аллаха поднял голову, увидел Хасана и Хусейна, они были детьми. Они шли к нему, Хасан правой рукой держал Хусейна. И они, знаете, что говорили? Они говорили: посмотрите, кем мы являемся, какой почет Аллах нам проявил. Наш дедушка посланник Аллаха, он его сделал посланником. Наилучшим из создания Аллаха сделал Аллах его. Наш отец, он сказал, наш дедушка наилучшее создание Аллаха на земле и на небесах. Наш отец наилучший из людей, начиная с запада до востока. Наша мать является госпожой женщин. Наша бабушка является матерью правоверных. А мы с братом являемся господами юношей рая. Какой почет Аллах нам проявил. И тогда все люди еще больше говорят, мы начали улыбаться, радоваться и поздравлять друг друга, что мы приняли их вилаят, что мы отстранились от их врагов. И посланник Аллаха подозвал их к себе, посадил Хасана на правое колено, Хусейна на левое колено. И заплакал. Он заплакал, люди сказали: Субхан Аллах, сейчас время радости, почему посланник Аллаха плачет? Они говорят: мы не успели у посланника Аллаха спросить, как он сам сказал Хасану и Хусейну: о Аллах, я прошу тебя терпения нам за то, что причинят угнетение, унижение и беды по отношению к ним. Он поцеловал Хасана в губы и сильно понюхал его. Долго понюхал, в хадисе говорится. Потом он взял Хусейна, поцеловал его в шею и тоже долго понюхал. Долго нюхал его. Потом еще сильнее заплакал. И сподвижники увидели, что Хусейн через некоторое время заплакал и убежал, расстроенный. Побежал к маме Фатиме Захре, саламуллахи алейха. Она увидела его слезы, начала протирать их и сама заплакала. Говорит: сынок мой, душа моя, свет очей моих, не плачь, что случилось, расскажи мне. Он сказал: благо. Не захотела рассказывать. Она сказала: сынок мой, я прошу ради тех прав, которые я на тебя имею, расскажи, что случилось. Он сказал: мама, мы с Хасаном пошли к посланнику Аллаха навестить его. Я думаю, что посланник Аллаха устал от меня, я слишком много к нему хожу. Она сказала: ты что такое говоришь? Это невозможно, потому что я сама слышала, как посланник Аллаха множество раз говорил: Хусейн от меня, я от Хусейна. Он это множество раз повторял. Если ты помнишь, Хусейн, сынок мой, как ты боролся с Хасаном, и он кричал: давай, Хасан, победи Хасан Хусейна, победи, я болею за тебя. Я сказала: отец мой, почему ты болеешь за старшего? Разве не принято болеть за младшего? Он сказал: потому что ангел Джабраил говорит: Хусейн, давай, победи. Болеет за Хусейна, поэтому я болею за Хасана. Однажды, когда он зашел к нам домой, ты плакал в колыбели. Он сказал: успокой Хусейна, потому что когда он плачет, это причиняет мне боль. Это причиняет боль ангелам. Мы не можем этого терпеть, поэтому успокой его. Поэтому, сынок, невозможно, чтобы он устал от тебя. Или, клянусь Аллахом, не может быть такого, чтобы у него была капля недовольства к тебе. Тогда он сказал: мама, я пришел с Хасаном к пророку навестить его. Он посадил Хасана на правое колено, меня на левое. Хасана поцеловал в губы, а меня поцеловал в шею. Понюхай мой рот. Может, у меня изо рта плохо пахнет, поэтому посланнику Аллаха это не понравилось. Она сказала: пойдем к посланнику Аллаха. И когда, говорит, сподвижники, их не было уже. Имам Али был и пророк сидели. Фатима, когда зашла из двери в мечеть, посланник Аллаха, увидев, вздохнул и ах, сказал, заплакал сильно. Фатима подошла и сказала: отец мой, что случилось? Я Хусейна не могу успокоить. Он плачет, и поцеловал его в шею, а Хасана поцеловал в губы. Он сказал: можно я не буду рассказывать? Не хватит у тебя терпения.
До конца жизни ты будешь об этом думать и плакать. Она сказала: я прошу тебя, ради Аллаха, расскажи, почему ты это сделал, в чем секрет этого, в чем тайна этого. Тогда посланник Аллаха рассказал ей, что я поцеловал Хасана в губы, в те губы, которые будут посредством отравы ранены. Хасана убьют посредством отравы, а Хусейна убьют через шею посредством меча. Я поцеловал это место, где коснется меч. Тогда, говорит, я слышал, что говорят, Фатима Захра сильно заплакала, посланник Аллаха заплакал, имам Али заплакал. Тогда пророк сказал: Фатима, не переживай, не плачь. Придут такие мужчины, которые будут между собой собираться и оплакивать Хусейна. Они будут по нему плакать больше даже, чем по своим детям. Будут женщины собираться оплакивать твоего Хусейна, не переживай. Ассаламу алейка, я Абу Абдуллах, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи тахирин.